Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Андрей Лана. Коротко о главном. Чей двор в этом году станет лучше? В городской мере подвели итоги голосования по программе «Комфортная городская среда». Натуральное возмещение вместо денежных выплат. Вступили в силу изменения в закон об ОСАГО. Воссоединение с природой и животными. Морловодское хозяйство в Туране создает сказку для жителей и гостей республики. О новостях подробнее. Какие дворы и общественные пространства благоустроят в этом году? В мэре Кызыла прошла пресс-конференция по итогам рейтингового голосования по программе «Комфортная городская среда». Журналистам рассказали, где и какие работы будут проводиться, а также обсудили пятилетнюю программу благоустройства. Подробнее Диана Баянбагус. 7 общественных пространств будут благоустроены в этом году. На реализацию программы всего выделено около 51 миллиона рублей. Были проведены несколько заседаний общественной комиссии всего двух проектов, которые участвовали у нас в нашей программе. И, собственно говоря, последнее заседание общественной комиссии, где были рассмотрены дизайн-проекты и сметы дворовых территорий, общественных пространств для включения в программу формирования современной городской среды, состоялось 24 мая 2017 года, где путем рейтингового голосования были все-таки определены победители конкурса на 2017 год. Будущее облагороженное общественные пространства – это молодежный сквер, велодорожка, уличное освещение от улицы Кочетова до Красноармейской, проход от Кочетова 97 до Бухтуева 3, а также восстановление освещения прохода дворов на Своротке по улице Дружбы, озеленение Ангарского бульвара и установка газона на улице Красных Партизан. Вторая категория – это у нас общественное пространство, то есть то же самое рейтинговое голосование было проведено. Также довожу до вашего сведения, то, что первое место у нас занимает молодежный сквер. Виды работ – это восстановление асфальтового покрытия, восстановление освещения, устройство системы полива, устройство скейт-парка, организация воркаут-площадки, организация автопарковки, устройство ограждения автопарковки, устройство сцены для массовых мероприятий и озеленение территории. Вы знаете, что у нас до 20 апреля от активных и инициативных граждан принимали заявки. Всего в конкурсе было 45 предложений. Из них 35 дворовых и по общественным 10. В публичном слушании представили 26 проектов. Из них 16 – благоустройства придомовых территорий. В ходе голосования проектов на собраниях жильцов самый высокий показатель у дома номер 55/1 по улице Кочетова – более 80%. В список счастливчиков попали прежде всего инициативные дворы. Далее члены общественной комиссии программы смотрели на общую задолженность ЖКХ услуг многоквартирных домов, а затем на презентабельность проекта, то есть улучшит ли благоустроенный двор лицо города, функциональность будущего двора и охват жителей, тех, кто непосредственно будет пользоваться благоустроенным двором. Дизайн-проекты у нас практически все готовы, но считывая федеральные сроки, еще где-то у нас до 1 июля есть срок, но я думаю, что в течение 10 дней все будут утверждены совместно и согласованно с жителями, как это требует правила федерального. Справка. Финансовую поддержку в этом году направят на улучшение 8 дворовых территорий. Московский квартал – 12 домов, Калинина – 24, 24А, 26 и 26А, Кичелола – 7, 7А, 7Б и 9, Чульдум – 42, Ангарский бульвар – 10, Красных Партизан – 41, Кочетова – 95, Правобережная – 42 и 44. Общая сумма проектно-сметной стоимости благоустройства дворовых территорий составит около 30 миллионов рублей. Жители дома номер 41 по улице Красных Партизан принесли заявку одни из первых. Их проект требует больших вложений, около 30 миллионов рублей. Как рассказали члены общественной комиссии, конечно, все пожелания жильцов исполнить не получится, поэтому проект стал более бюджетным и составит всего 1 миллион рублей. Кроме того, было сказано о том, чтобы участники программы не озеленяли свою дворовую территорию. Если сейчас какие-то посадить саженцы или озеленить, поселить траву, это будет неразумно и трата, наверное, неэффективная денежных средств. Поэтому, когда проведут основные работы, такие как асфальтирование, ну, там, смотря какой двор, где освещение установят, где малые архитектурные формы, а вот осенью в рамках осенней посадки
Там уже будут деревья, кто заявил, конечно, деревья, там будут деревья, естественно, когда летний период, вот когда уже эти работы проведут, завезут землю, там где заявили о зеленении, естественно, будут газоны. Активные дворы и общественные пространства, которые участвовали и не вошли в программу этого года, будут включены в 5-летнюю муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. К осени 2017 года она будет доработана и также вынесена на обсуждение. Стоит отметить, что у всех есть шансы войти в программу, только необходимо соблюсти порядок подачи заявки. Диана Баембугусарец-Ховалык, телекомпания «Новый век». Вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, которые установили приоритет натурального возмещения над денежной выплатой. Российские автовладельцы, купившие полисы ОСАГО после 29 апреля, смогут воспользоваться рядом преимуществ, которые появились благодаря этим изменениям. Еще на этапе заключения договора ОСАГО автовладелец вправе сам выбрать станцию технического осмотра, на которой в случае ДТП будет ремонтироваться его автомобиль из предложенного страховщиком списка. Можно обратиться в привычную СТО, узнать, с какой страховой компанией она сотрудничает, и купить полисы у этого страховщика. В случае ДТП после осмотра поврежденного автомобиля страховая организация выдает потерпевшему направление на ремонт в выбранный сервис. СТО должны выполнять работу в срок до 30 рабочих дней, находиться на расстоянии не более 50 км от места жительства потерпевшего или места ДТП. Автомобили не старше 2 лет будут ремонтировать только официальные дилеры, чтобы сохранить гарантийные обязательства. Автовладельцев должен порадовать тот факт, что в законе содержится запрет на применение при проведении ремонта запасных частей, бывших в употреблении. Запасные части должны быть новые и иметь соответствующий сертификат. Если автомобиль снят с производства и запасных деталей уже не производится, то применение запасных частей, бывших в употреблении, возможно только с разрешения автовладельца. Если автовладелец не согласен с применением запчастей, бывших в употреблении, то он получает от страховой компании денежную выплату с учетом износа своего автомобиля. В Туве сегодня свои услуги предлагают филиалы 10 страховых компаний. Кроме этого, жители региона могут через интернет купить полис ОСАГО в любой страховой организации с соответствующей лицензией. В Туве завершат яровой сев зерновых. Сельхозработы в республике выполнены почти на 90%. Полностью завершили посев в 6 районах – Байтагинском, Барунхемчикском, Дзунхемчикском, Судкольском, Улухемском и Чахольском. Более 53% всего зернового клина размещено на орошаемых землях. Их площадь удалось увеличить за счет восстановления растительных систем в Чахольском и Барунхемском районах. В Пихемском и Кызыльском районах, где посевная завершилась раньше обычного, уже наблюдаются полные всходы. Это, считает аграрий, дает надежды на хороший урожай. Параллельно с зерновыми идет посев кормовых культур, под которые отведено более 70% площадей, а также подсадка картофеля и овощей. Впервые Минсельхозпрод республики начал организовывать страхование посевов хозяйствами в целях снижения рисков, связанных с климатическими условиями. Слаженной работе во многом способствовало то, что средства государственной поддержки в этом году были доведены до сельхозпроизводителей своевременно. В частности, 146 хозяйств получили почти 9,5 миллионов рублей. Фермерам возместили также часть затрат на приобретение семян в сумме 37,5 миллионов рублей, в том числе из средств федерального бюджета. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 71 копейка, а евро 63 рубля 37 копеек. А теперь прервемся на рекламу, вернемся в эфир буквально через минуту. Детская хореографическая школа города Кызыла приглашает на свой ежегодный отчетный концерт 2 июня в 17 часов в Национальный театр имени Виктора Гогола. Классические, народные, бальные постановки. Детский классический балет «Алантос» под управлением Раисы Столов. Студия бального и спортивного танца «Фиеста» под управлением Лидии Сарба. Приходите на праздник танца, красоты и грации.
Еженедельник Тува ТВ совместно с редакцией телеканала «Новый век» и радиостанцией «Голос Азии» объявляют конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей Тувы проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику. Конкурс продлится до 31 мая 2017 года. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в программе «Новости» на телеканале ТНТ Кызыл. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5-й этаж, офис 512. Эксклюзивно на нашем канале многосерийный фильм о жизни и работе легендарной дрессировщицы и актрисе Маргарите Назаровой. Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Молодая девушка Маргарита Назарова, роль которой исполняет Ольга Погодина, попадает в плен. Далее, чтобы выжить, ей приходится работать служанкой и танцовщицей кабаре. После войны она возвращается в СССР и устраивается на работу в Рижский цирк. Так начинается ее профессиональная карьера дрессировщицы. Получив признание и звание королевы тигров, Маргарита Назарова купается в славе, но популярность вскоре сменяется полным забвением. В этой картине все – конфликты, романтизм, настоящая человеческая трагедия. И все это вкупе с невероятно красивой работой с тиграми. Уникальная во всех смыслах история. Новые серии смотрите ежедневно на канале «Новый век» в 20:00. В эфире новости, и мы продолжаем. Незабываемый отдых в родной Туве. В Туране сейчас активно развивается мараловодческое хозяйство. Это не просто объект по изготовлению пантовой продукции, которая славится своими полезными свойствами, но и возможность незабываемо провести время наедине с дикой природой. Мараловодческое хозяйство Туран предлагает жителям и гостям республики путешествия, где можно увидеть диких животных в местах их обитания. Для удобств гостей Центр туризма организовывает в хозяйстве туры выходного дня, который включает в себя и прогулки, и экскурсии, и пикник. Яркие впечатления гарантировано. В этом наша телекомпания убедилась лично. В мараловодческом хозяйстве Туран таинственно красиво, так, что захватывает дух от увиденного. Горные вершины, изумрудные луга и, конечно же, маралы. Их статность и красота завораживает и не отпускает. Возможность увидеть маралов вживую и дает хозяйству большое преимущество. Это единственное место в Туве, где их разводят. Общее число у нас 646 маралов. У нас сейчас марала рогачи. У нас 218 маралов рогачей. Мы сейчас ожидаем первый пандориск, ожидаем на днях. И дальше и будет приплод, на летом тоже ожидаем. Это будет в августе, июле, августа будет. Ценные рога – панты. Это одна из главных причин, для чего разводят маралов. Из них делают всевозможные полезные для здоровья бальзамы, настойки, пантогематоген и многое другое. Экскурсовод расскажет о каждой процедуре по отдельности, начиная от панторезки до переработки рогов и изготовления самой продукции из них. Кстати, ее можно приобрести в хозяйстве. А после насыщения умственного гостям предложат оздоровиться в пантованнах. Показания к пантовой ванне, то есть это... Соответственно, когда человек много работает, стрессы городские, все сюда приезжает, уже на природе, принимают пантовую ванну, то есть расслабляются, восстанавливается нервная система, полностью кровообращение нормализуется. И, соответственно, иммунитет повышается. Но, пожалуй, самым зрелищным моментом во всей экскурсии будет встреча с маралами в их естественной среде обитания. Маршруты для туристов уже подготовлены, но они отличаются в зависимости от средств передвижения. На мараловодческом хозяйстве есть несколько видов маршрутов – пеший, на коне и на велосипеде. На коня вам помогут взобраться и, конечно же, сопроводят. Эти животные, по словам работников хозяйства, близко людей к себе не подпускают. Но некоторым счастливчикам все же удается взглянуть на маралов, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. И это действительно того стоит. Красивые пейзажи, адреналин в крови и долгожданная встреча. Эмоции вас точно будут переполнять. Поверьте, мы знаем, о чем говорим, проверено на себе. Ну а после насыщенной прогулки гости могут вкусно покушать и расслабиться.
Отдохнуть в гостевом домике 12 тысяч стоит сутки, и можно снять просто комнату за 4 тысячи. А в гостевом домике 3 спальни, столовая, гостиная. То есть можно очень хорошо провести время с друзьями, с компанией и отдохнуть. Несмотря на то, что официальное открытие мороловодческого хозяйства будет 16 июня, туры выходного дня уже начали возить туристов. И что вдвойне приятно, по вполне приемлемым ценам. Те, кто уже посетил мороловодческое хозяйство, остались довольны. Решила приехать со своей семьей, с мужем, с детьми, провести здесь выходные. Потому что, в принципе, это стоит того. Всех приглашаю сюда, хотя я здесь не сотрудник этого моралхоза, да. Ну и летом, да, я тоже приеду еще раз сюда. Почему бы не повторить такую вот хорошие выходные? Кроме того, с началом летнего туристического сезона на территории хозяйства планируют установить юрты, которые будут выполнять функции буфетов и кафе. На вершине горы гости смогут выпить чай, не отрываясь от прекрасного пейзажа и вида грациозных моралов. Любители отдыха на природе оценят по достоинству тур в мороловодческое хозяйство. Все подробности можно узнать по телефонам 2 45 45 и 8 913 343 46 46. Чинчи Самбуга, Игорь Стародумов, Ника Катина, телекомпания «Новый век». Далее новости короткой строкой. В год экологии в каждом районе Тувы составлены и утверждены планы по улучшению экологической ситуации. В большинстве районов республики завершились мероприятия по озеленению. В рейтинге по озеленению среди муниципальных образований республики на первом месте город Кызыл, на втором Кызылский район, на третьем Кахемский. В некоторых районах, таких как Терехольский и Мангунтайгинский, посадку деревьев пришлось отложить на более поздний срок из-за особенностей климата. Мотопробег «Огненный таран», стартовавший в Туве 15 мая, преодолев более 12 тысяч километров, достиг своей конечной точки – станции «Черные Броды» в Октябрьском районе Гомельской области Белоруссии, где в 1944 году совершил подвиг уроженец Тоджи 18-летний Михаил Артемьевич Бухтуев. Горсть тувинской земли, которую взяли с собой участники мотопробега, была развеяна над братской могилой в деревне Протасы. Это в 5 километрах от места совершения подвига. В Доме культуры «Енисей» состоялся ежегодный городской конкурс среди девочек «Маленькая фея-2017». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. В нем приняли участие 8 конкурсанток в возрасте от 7 до 11 лет. Цель конкурса – открытие новых талантов. По итогам титул «Мисс Маленькая фея-2017» завоевала Анастасия Сана, ученица 8-й школы Кызыла. На территории стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера начато строительство субургана Будды медицины. К этому благому делу готовились почти 2 года, собирали пожертвования, велись консультации с буддистскими священнослужителями. Камбылама Тувы в ходе посещения больницы поддержал эту идею и дал необходимые наставления. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране десятилетия детства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Решение принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, говорится в документе. Десятилетие детства будет проводиться с 2018 по 2027 годы. План мероприятий на ближайшие годы в 3-месячный срок подготовит правительство. В частности, чиновники займутся профилактикой подростковых суицидов и обеспечением населения детскими лекарствами. А сейчас о погоде расскажет моя коллега Муза Черепанова. Здравствуйте! О погоде расскажу вам я, Муза Черепанова. В ближайшие сутки в Кызыле днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Так что, выходя из дома, на всякий случай прихватите зонт. Температура воздуха будет держаться на отметке плюс 24, плюс 25 градусов. Ночью ожидается плюс 13, плюс 16. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Геомагнитное поле спокойное, давление 700 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. На сегодня это все, о чем я хотела рассказать. До встречи в эфире. На этом все. Эфир продолжит программа «Патруль». Не пропустите, а в 20:00 смотрите серию фильма Маргарита Назарова. Всего вам доброго, до свидания.